Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. Наконец-то закончились новогодние праздники, и мы с вами начинаем 2024 год с выпуска новостей. В конце декабря Словения отпраздновала годовщину. Прошло 33 года со дня объявления результатов референдума о независимости Словении. На этом референдуме 88,5% всех избирателей, имеющих право голоса, решили выйти из состава Югославии. 23 декабря 1990 года Словения провела референдум. В тот день словенцы решили на референдуме, должна ли Словения быть частью Югославии или стать независимым государством. Результаты плебисцита оказались убедительными. В плебисците приняли участие 93,2% избирателей, имеющих право голоса. Около 95% из них, странно, что 95% из них проголосовали за независимое государство. Что означает 88,5% всех имеющих право голоса избирателей. Поздравляю всех словенцев с этой важной датой. Очень сложно сейчас представить, что такой замечательной независимой Словении еще не было буквально 33 года назад. И Словения должна была обрести независимость, чтобы я смогла переехать в нее жить. К сожалению, Любляна больше не является таким безопасным местом, каким она еще была пару лет назад. Министр юстиции Словении Доминика Шварц-Пипан отметила, что в Любляне в последнее время наблюдается рост преступности, и что преступниками в основном являются просители убежища. А муниципалитет Любляны до сих пор подчеркивает, что Любляна остается безопасным городом. В прошлом месяце мэр Любляны Зоран Янкович подчеркнул, что полиция не фиксирует особенно необычного увеличения количества преступных деяний по сравнению со средним показателем. И добавил, что массовых нападений мигрантов на местных жителей в Любляне пока нет. Тем временем полиция усилила наблюдение на железнодорожном и автобусном вокзалах Любляны и уделяет особое внимание другим автобусным остановкам центральной части города, району Табор, окрестностям района Вич, где находится лагерь для беженцев. И также особое внимание уделяется торговым центрам. Это как раз те локации, где в последнее время случались нападения на людей. Но по словам Доминики Шварц, ситуация с безопасностью в столице действительно ухудшается, но она все еще удовлетворительная. Интересно, когда уже будет неудовлетворительно? Видимо, ситуация станет неудовлетворительной, когда Любляна окажется в топе списка самых небезопасных городов мира. Стоит вспомнить недавнее изнасилование на улице Вильгарьева и в районе Табор. В связи с этим министр заявила, что доля преступлений в сфере сексуального насилия, в которых подозреваются просители убежища, также увеличивается, на что, по ее словам, не следует закрывать глаза. Очень странно получается, что приезжают люди из своих неблагополучных стран, они бегут за лучшей жизнью, они хотят лучше жить, но при этом они не хотят соблюдать местные законы. И, видимо, считают, что насилие – это нормальная часть общественной жизни, видимо, так же, как это происходит в их стране. Радиотелевидение Словении заинтересовалось статистикой необычной. В какой стране смотрят больше всего порнографии? И из этой статистики видно, что больше всего порнографией интересуются в Америке, на втором месте Филиппины. На третье место попала европейская страна, это Франция. После Франции идет Мексика, на пятом месте Англия, на шестом Япония, на седьмом
Германия, на 8-м месте славянские соседи итальянцы. Словения в этот список не попала, видимо, потому что словенцы отличаются своими высоконравственными моральными ценностями. И в подтверждении этого словенцев очень удивила новость, пришедшая из России. Ее очень активно обсуждают не только на главных новостных порталах, но и в Фейсбуке. Что же пишут в славянских новостях об этом событии? В России ажиотаж вызвала почти обнаженная вечеринка, организованная инфлюенсером Настей Ивлеевой 20 декабря в московском ночном клубе. Развлечение, однако, вскоре стало поводом для нападок на многих знаменитостей, развлекавшихся во время войны. Из-за участия в вечеринке им грозят судебные иски. Их концерты и рекламные контракты отменены. До сих пор объектом критики в основном были знаменитости, выступающие против войны в Украине и покинувшие Россию. И эта новость подкрепляется очень интересными картинками из этой вечеринки. Еще одну новость из России обсуждают в Словении. В России представили самую уродливую машину в мире. Калининградский автопроизводитель «Автотор» на презентации автомобиля заявил, что в 2025 году выпустит 50 тысяч таких электромобилей. Автомобиль, предназначенный в первую очередь для езды по городу, должен быть доступен среднестатистическому российскому потребителю. Его максимальная скорость составит около 105 км в час. А питаться он будет от аккумулятора емкостью 25 кВт-час. Разработкой автомобиля занимается Московский политехнический университет. Его технические данные полностью затмили внешний вид автомобиля. Представленный прототип вызвал лавину критики и прежде всего насмешек. Многие назвали его самым уродливым автомобилем в мире из-за необычного дизайна. В частности, выделили небольшие круглые фонари и колеса. Автомобиль называется «Амбер». Он асимметричен, с боковыми окнами только со стороны водителя и пассажира. И давайте посмотрим, что пишут славянские автолюбители в комментариях на Фейсбуке под этой новостью. Отличные крылья. Если бы этот автомобиль, видите, очень много заступников российского автомобиля пишут, если бы на этом автомобиле бы стоял знак Tesla, то все бы хвалили. А так как этот автомобиль из России, большинство его ругают. Больше всего лайков набрал комментатор, который написал: может быть, выглядит плохо, но его качество, надежность будут служить долгие годы. Как оказалось, многие словенцы верят в российский автопром. В славянских новостях задаются вопросом: кто тот россиянин, который заплатил более 2 миллионов евро за виллу в Портороже? Где он взял деньги? И кто тот частный стоматолог, купивший поместье на озере Блед? Ажиотаж на рынке недвижимости, сопровождавшийся рекордно высокими ценами и количеством продаж жилых домов, судя по всему, закончился. Об этом также свидетельствует значительное снижение количества транзакций на сумму более 1 миллиона евро. За эти деньги в этом году было продано всего 22 роскошные виллы, апартаменты и дома для отдыха, что почти вдвое меньше, чем в 2022 году. Вся популярная продаваемая недвижимость расположена в самых популярных местах Словении, то есть в Любляне, на морском побережье, вблизи озера Бледа, где цены всегда были и остаются самыми высокими. Новостной портал нецензурировано.си проверил, у каких объектов появились новые владельцы, кто их продавцы, а кто их покупатели. 2 миллиона 370 тысяч евро за виллу в Портороже. Этой осенью у виллы площадью почти 300 квадратных метров с видом на Пиранский залив появился новый владелец. С 2020 года ею владела компания Longa Aurora Adria,
которую контролируют двое граждан России – Сергей Черкасов и Резеда Черкасова. У них также есть компания в Хорватии. Деньги на покупку виллы в Словении они заняли в неизвестном месте. С новым владельцем еще больше неизвестных. Это компания SMCS, подконтрольная Георгию Котову. Деньги на покупку он также занял в Объединенных Арабских Эмиратах. Там находится штаб-квартира ООО «Эль-Дизайна ФЗ», которая предоставила Котову и его компании кредит в размере 2,6 миллиона евро. И что интересно, с прошлого месяца компания SMCS больше не имеет банковского счета в Словении. Как мы можем с вами только догадываться, скорее всего, этой компании, как и многим другим гражданам России, славянские банки просто позакрывали счета. Вот еще один интересный объект из этого списка. 1 250 000 евро за дом на побережье в Люции. Успешный предприниматель также является новым владельцем виллы площадью почти 300 квадратных метров с бассейном в Люции. Речь идет о Филиппе Повше, который контролирует компанию Повше Металл со штабом более 50 сотрудников. В прошлом году оборот превысил 13 миллионов евро и принес почти 2 миллиона евро чистой прибыли. В прошлом его владельцем был также российский бизнесмен Геннадий Лысак, на которого на некоторое время был выдан международный ордер из-за его предполагаемой причастности к экономическим преступлениям в России. Вообще это очень интересный рейтинг, в котором открыто указывают продавцов и покупателей. Ссылку на этот рейтинг оставлю вам в описании под этим видео, чтобы вы смогли самостоятельно подробно ознакомиться. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от +1 до +2, облачно с прояснениями. Спасибо, Алиса, большое. Кстати, вы мой краш. Алиса, а что такое краш? Краш – человек, который стал объектом безответной влюбленности. Оказаться в этой роли может не только реальный знакомый человек, но еще и тот, с кем установились так называемые парасоциальные отношения. В психологии так называют привязанность, которая возникает к популярной личности или вымышленному персонажу, музыканту, актеру, блогеру, герою фильма или книги. Вот такая вот у нас погода. В январе идут дожди, и на самом деле это очень тоскливо. Надеюсь, что у вас все по-другому, и вы радуетесь снегу. На этом, друзья, мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки, делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!